Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Ну сейчас начнется! Из папы в маму. Согласен. Город есть? Да, Белгород. Родом из Белгорода, да? Родом с Якутии. Ага. Живу в Белгороде. Я родом из Херсона. В данный момент нахожусь в Москве. Ну, отлично. Как Москва? Отлично. Я считаю, что это самый лучший город в мире. Ну, рад, что вам нравится. Как бы я в Москве был, мне не... А моему менталитету мне город не подходит. Ну да, суета, ну, есть. Ну, не люблю. Согласен. А вы о чем общаетесь здесь? Да так, обо всем по чуть-чуть. Если знаю какую-то тему, поддержу, не знаю. Не поддерживаю. Ну, в данный момент вы находитесь в Белгороде, правильно? Да. С 93-го года. Угу. Ну и как там у вас сейчас обстановка? Да нормально все. Все хорошо? Да, все отлично. Ну, у меня только один вопрос. Ну и для всех, особенно для россиян, Угу. которые, допустим, называют... вот так вопрос задам. Как вы относитесь к тому, что вот Херсонская область, Угу. вписана в Конституцию в России? А как я должен к этому относиться? Ну, как россияне, как вы думаете, хорошо это или плохо? Ну, земля-то русская. Конечно, это же хорошо. Наши земли к нам возвращаются потихоньку. И нам же не просто земля нужна. Нам прежде всего нужно население, наш народ на этой территории. Угу. Как Крым. Нам не нужен же был целиком Крым. Нам нужен был наш народ, который просил, говорит, да вы что, сколько можно. Как и Донецк, как и Луганск. Почему должны страдать мирные жители от этих идиотов? Они там, блин, деньги пилят и знают, куда бабло засунуть. Поэтому... Да. Ну, когда-нибудь будет Россия. Тогда еще один вопрос. Угу. Как вы думаете, вернее, назовите мне одну империю, хотя бы одну империю, которая не уничтожила ни одного народа. Россия. Да? Но у нас было освоение Сибири, освоение Якутии. И что, и чукчи мы уничтожили разве? Нет. Чукчи до сих пор. А чукчи знаете, как живут? Да, там защита такая. Там у каждого квадроцикл, да, я знаю, снегоходы. Квадроциклы, дома, там вообще отлично. Вы что? Это вот когда американцы завоевывали, да, там Северную, Южную Америку. Майя, инки, ацтеки, что-то куда-то пропали. Дарили там пледы зараженные. Одеяло, там, бизонов убивали, там, охоту, там. Да. Капец. Да. Потом тогда третий вопрос. Нанесли ядерный удар по Японии, как бы Хиросима, Нагасаки, первые японцы это сделали. Тогда третий вопрос. Третий вопрос тогда. Почему Россию считают агрессором там или еще чем-то? А всегда сильного боятся. Сильного всегда боятся. Но они не понимают, что Россия никогда не воевала на чужой территории. Все приходили к нам за этими, с подарками. Звездюля называется. Ох, говорит, и больно, зато всем достается. Как бы вот так вот. Мне просто вот интересно, почему, вот, допустим, вот россияне, вот вы в Белгороде живете, родились в Якутии, Да. Но вы знали, что вот в Херсоне, Херсон это был как бы первый такой город, который основал Потемкин по приказу Екатерины для того, чтобы построить там Черноморский флот и дать, извините за выражение, туркам и выгнать их из
Ну, из Крыма. Естественно. да. Ну, я ж учился в А мне, советской школе. У нас было советское образование. мне Лучшее говорят, вот я, образование в мире. конечно, и логика это советская наука. Вот, и просто мне тут встречаются люди, которые не понимают, зачем Херсон присоединили. Это типа новая территория. Я говорю, так это не может быть новая территория. Какая новая? Для Российской Федерации, даже если посмотреть, Пусть. это даже для Российской Федерации не новая территория. Это просто возвращение своей оккупированной непонятным Ну, пусть, образованием. пусть те ребятки откроют карту и посмотрят, сколько территорий Украине подарили русские цари, императоры, и там Большевики. генсеки, да, вот это все. Пусть посмотрят и все. Ладненько, побегу дальше, удачи вам. И вот там очень было... Отличная борода. Зависть это грех. Но я не планирую. Я хочу знать, как такую отрастить. Это нужен мед липовый и любимая женщина. Секрет рассказать? Чего рассказать? Секрет, как бороду отрастить. Не слушаю. Ну, учти, тебя за язык никто не тянул. Ну, должны быть 3 ингредиента. Полнолуние, первое, это обязательно. Липовый мед и любимая женщина. Полнолуние, любимой женщине. Ляжки изнутри машите медом и третесь. Главное не лизать, и борода вырастет. Какая гадость ваша заливная рыба. Почему гадость? Я говорю секрет как есть. Попробуйте. Главное не лизать, а то язык потом будет волосатый. Не, ну ты индеец, я балдею. Не прокатит. Да если там надо все побрито. Я говорю, ляжки изнутри и трешься бородой. Ну ты что такой непонятливый? А лизнешь, будешь сладкоежка. Он завис. Что подскажете? Подскажи. Здравствуйте. Здравствуй, дорогой. Вы прям подготовились, я так смотрю. В смысле, к чему я приготовился? Ну, у вас и фон, и борода. Это жена шторы. А, жена что? Ну, что шторы постирала, сушится. Ультрафиолет там обрабатывает, чтобы этих не было. Я Козявок. понял. Понял, хорошо. Вас за бороду не цепляют? Кто? Ну, тут каждый второй кричит. Не, бывает, когда олимпийку застегиваю, бывает, да, попадается, бывает. Когда олимпийчу чик. Ну, перед утренней пробежкой. Бывает. Ой, не лги, ой, не лги. Не, я имею в виду собеседников. Не. Не трогают, да, за бороду? Ну, а зачем А моя мне борода? что-то за волосы, за бороду только и говорят. Ты Ну, пытаешься волосы хотя бы помыть. помыть можно было бы хотя бы. Ну, у меня мытые. Да ладно. В каком году? Ну, давай, не будешь ты вот так вот. Ну, когда делать. ты мыл последний раз волосы? Ну, реально, у тебя что вообще Ну, полный. в эту субботу я помыл. Давайте я покажу. Смотри. Это Ёкарный. называется дреды. А зачем тебе это нужно? Там же вши плодятся. Нет, это глупость. Очередная глупость для А нас. как ты их моешь? Каждый по отдельности. А тебе это зачем нужно? Это самовыражение или что это? Я не понял. Не, забей. Это узелки на память. А что, так можно было, что ли? Плохая память такая. Нет, просто очень хочется кое-что запомнить. Я Так вот записывай. сделал. Так записывай. Не, это ты Нет, смотри. Это Самое, твоя- подожди. Но это ты подожди. записываешь. Конечно, согласись. конечно. Я записываю. Каких собеседников Ну. я записываю. Смотри, самая острая память, любой тупой карандашик. Записал, на холодильничек повесил на магнитик, и уже все помнишь. Логично. Не правда ли?
Не дотянусь до коронки. А, он под рукой, скорее всего. И как давно ты вот это их отращиваешь, вот это, не мы-то все это? Больше 7-8 лет, вот так вот. А ты работаешь где-нибудь? Да? А кем ты работаешь, если не секрет? Бетонные работы. А, ну БРУшник. Бросор месишь, да? Не, я палубку, все. А они волос ни разу там не попадали, никуда там в замес, нет? Ну, недавно попали в пену монтажную. Но она оказалось, что от волос легко отрывается. Ну, отрывается легко. Берешь немного соли, немного кислоты лимонной, теплой водичкой, да, отмывается легко, в принципе. Нет, я просто так оторвал и все. Алекс Федоров, приветствую, родной. А можешь показать целиком всю эту красоту? Ну, встань. Что? Ну, Волосы? ну да, какой длины, мне же Я интересно. не встану, потому что я в труселях сижу. Но Ну, могу- длину. Вот это Длина самая по жопу. толстая. Ну вот самый толстый. Охренеть. Прикинь, да, вот такие вот. Прикольно. Ну, я Молодец, не знаю, молодец. Молодец ты, конечно. Ты на украинца похож. Вот это поворот! Ты чё, я коренной якут. Окстись, родной. Не, а я коренной крымчанин. Тоже ж не похож на украинца. Но ты Чего ты чем-то взял, что я похож смахиваешь. на украинца? Скажи-ка. Ну, как-то по тому, что ты говоришь, ты... Как как-то я смахиваешь. ж не гэкаю, ты что, родной. Не как ты говоришь. Милая, что ты говоришь. чискази все. Вообще, ну что ты такая мне мелиш? Вибачте, але у вас мова дуже погана. Ви не можете на неї розмовляти. У вас як там вони Що ще говорять? стряслось? Паляниця, укрзалізниця. А, Клац, ну, що вот ти, это вот, да. клац. Ну, мне Если что,